Альхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна. Ванфа'на бима аллямтана ва зидна ильма. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом уроке мы с вами остановились на теме, что верующий обязан избегать сомнительного, всего сомнительного, касающегося его мирских дел, или же какой-либо другой фактор, который касается его заработка, его еды, его питья, всей его жизни. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нас обучил тому, что сомнительное это рано или поздно приведет человека к погибели. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инналь халяля баййинун ва инналь харама баййин». Поистине халяль, дозволенное, что Аллах субхану ва тааля разрешил, оно ясное, оно очевидное. Ва инналь харама баййин. И запретное точно так же, оно ясное, оно очевидное, и об этом в священных источниках, в Коране, в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, отчетливо и ясно сказано. «Убайнахума умурун муштабихат», и между ними есть сомнительные дела, которые, как сказал посланник Аллаха, многие людей этого не знают. «Фаманиттака шубухат истабрали динихи ва ирдих». И тот, который будет защищать себя от сомнительного, от сомнительных вещей, он поистине очистит свою честь и свою религию. И вот это вот важный момент, уважаемые братья, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, здесь говорит нам, да, что бы с нами ни происходило, в каких бы ситуациях мы ни оказывались, мы должны стремиться избегать сомнительного, вычищать его, выкорчевать его. А каким образом это может произойти? Как мы можем достичь того, чтобы избавиться от сомнительного? Это, конечно же, путем получения знаний. Без знаний, вот человек как жил кротом, так и умрет кротом. Если он не будет что-то изучать из своей религии, если он не будет изучать слова Всевышнего Аллаха, если даже он не будет изучать, что непосредственно его касается. Ведь даже у нас в простой нашей жизни человек, который не умеет водить автомобиль, только он выйдет на какой-нибудь проспект там, Салимджанова там, или Пушкина, да, его первые 5 секунд это будет ДТП. И Аллах сахласын, это даже может привести к летальным последствиям. И это касается любой вещи. Ваша супруга или кто-нибудь другой, если не умея готовить, там что-то там как бы сварганит, да, то как минимум у вас будет гарантировано расстройство желудка. А то иногда и еще больше тягчайшие последствия. И поэтому, когда чего-то касается наших мирских дел, мы в первую очередь говорим: учись, изучай там и так далее, пройди курсы, повысь свою квалификацию, окончи училище, лицей, институт, университет и так далее. Но когда касается вопроса религии, да, вот как он стал на намаз, прочитал тоненькую книжку «Намаз уку тертиба», и все, вся его жизнь движется вот таким вот образом. Это коренным образом неправильно. Мы каждый раз должны двигаться вперед. Наш предыдущий день, наш нынешний день, он должен быть лучше, чем предыдущий день. И мы должны справляться. И альхамдулилля, вот у нас месяц Рамазан, это тоже очень хорошая возможность, это своеобразный трамплин, чтобы мы улучшились. И поэтому сомнительное исправляют путем получения знаний. И знаний, которые касаются твоей религии, а также тех мирских дел, чтобы ты в них не впал в что-либо запретное, которое может испортить твой ахират. Либо второй способ исправления, избежания этих самых сомнительных вещей, это, конечно же, спрашивать у тех, которые знают. Когда мы испытываем какие-либо недомогания, мы идем в первую очередь к врачу. Если, допустим, наш ребенок болен, Аллах сахласын, да, мы идем к педиатру. Когда у нас ломается машина, мы идем к тому специалисту, к тому мотористу,
к тому, там, я не знаю, там, который ходовой занимается или электрикой занимается, который сделает свое дело. А когда касается дел религии, да, вот, к сожалению, люди вообще не парятся. Вообще. Тот спросил, там спросил. И главное, иногда выискивают тот ответ, который придет ему по душе, который устроит его, который будет для него с минимальными потерями для его дел, для его работы, для его жизни там, и так далее. То есть выбирает на основе своих страстей. И это, конечно же, запрещено. И поэтому спрашивать у знающих – это то, что Всевышний Аллах нам заповедовал. «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'алямун». И спрашивайте обладателей поминания, если вы не знаете. Это, конечно же, в первую очередь касается религии, касается ученых, которые специализируются на знаниях шариата, знаниях ахирата, да? Но это распространяется на все области нашей жизни. Обращайся к специалисту, компетентному, который позволит тебе решить эту проблему. И поэтому, уважаемые братья, вот это же у нас как бы получается серия лекций, касающихся риба. И поэтому даже если возникают какие-либо вопросы относительно дозволенности, недозволенности, будет ли это риба или же не будет, это не должно давать нам покоя, пока мы на 100% не будем уверены, и у нас не будет готовый ответ, что мы скажем Всевышнему Аллаху в судный день. И когда Аллах Субхану Тааля призовет всех людей от начала, от первого до последнего, и все они предстанут перед Всевышним, что мы ему скажем? Откуда ты этот рубль получил? Как ты ему товар поставил? Как ты здесь валюту продал? Как ты здесь пользовался всевозможными финансовыми современными продуктами? У нас должен быть четкий ответ, оправдание перед Всевышним Аллахом. И посланник Аллаха вот здесь вот говорит: «Ля я'лямухунна кафирум минан нас», многие люди этого, говорит, не знают. Но посланник Аллаха не сказал, все люди не знают. И поэтому сомнительное всегда можно изобличить. Либо это харам, либо это халяль, да, путем увеличения, как я уже сказал, знаний и путем спрашивания обладающих знаниями. И это поистине защитит и нашу религию, и наш ахират, что для нас номер один в приоритете наших, да, и наша честь, и наше доброе имя, наш авторитет. И поэтому, уважаемые братья, это то, что заповедовал посланник Аллаха. И дальше он приводит пример. И тот, который попадет в сомнительное, он попадет в харам. Не сегодня, может быть, не завтра, может быть, но рано или поздно он попадет. Почему? Потому что тот человек, который ходит на грани, да, постоянно, не один раз, там это, да, на грани, он рано или поздно он свалится в скалу, свалится в пропасть. И посланник Аллаха говорит, и этот человек подобен, говорит, кому? Подобен пастуху, который пасет вокруг заповедной, запретной территории своих овец. И если кто-то практиковал это, да, в своей жизни, авалда, саркату, сыркату, да, ясно, прекрасно понимаем, да, то, что какими бы ты там ни обладал там плетками, какими там способностями, там, на лошади ты едешь, на велосипеде, на мотоцикле, неважно. Но все равно какая-нибудь корова или какая-нибудь овца все равно зайдет, куда нельзя заходить. Колхоз бахчасана, да? Колхоз басована. На поле, где растет общее имущество. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегает нас, чтобы мы впали в это сомнительное. И закончу хадис, потом еще одну вещь упомяну. И посланник Аллаха говорит, и у каждого властелина, у каждого царя, есть свои запретные территории. У Аллаха же запретные территории, заповедные территории, это то, что Он запретил. И поистине в теле есть кусок мяса, если оно станет праведным, и все тело станет праведным. Если же оно испортится, то и все тело испортится, и этот кусок мяса – сердце. И тут возникает вопрос по поводу сомнительного в нашей жизни, да, то, что, к сожалению, но не вся наша жизнь, она состоит из дозволенных вещей. Да? Вот я знаю огромное количество людей, которые встали на намаз, уже будучи зрелыми людьми. То есть раньше он мог допускать какие-либо запретные вещи, использовал какой-нибудь харам, еду, питье там, и так далее. Да? Ну что как бы таить,
я думаю, все вы помните на вкус, какой был докторская колбаса во время Советского Союза, да? Вот. И поэтому я что хочу сказать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, приведя пример человека, который взъерошенный, волосы в пыли взъерошены, сам он весь грязный, да, поднимает руки к небу и говорит: я Рабби, о мой Господь, о мой Господь. И посланник Аллаха говорит: а его еда харам, его одежда харам, и он сам был возвращен, кушая, поедая харам. Как же ему будет отвечено? И часто задают такой вопрос: а что делать, если я раньше по ошибке это допускал? Что делать, если я раньше до ислама, до намаза, до того, как начать поститься там и так далее, совершал какие-то поступки, дела, или же ел, поедал харам там и так далее? Как мне от этого очиститься? И так вот, ученые говорят, что милость Всевышнего Аллаха, она широка. И даже если человек ранее поедал, пил и так далее, то, что Аллах запретил, это не повод отчаиваться в милосердии Всевышнего Аллаха. Имам Куртуби, комментируя эти слова посланника Аллаха, как же ему будет отвечено, этому человеку, который был возвращен, поедая харам, он сказал: посланник Аллаха этими словами выражает удивление, которое близко к предостережению. И то, что этот человек наверняка, не 100%, но наверняка он будет лишен того, чтобы Аллах отвечал на его мольбу. Но мы допускаем, говорит имам Аль-Куртуби, мы допускаем, что Аллах Субханаху Тааля по своему милосердию, по своему благородству и по своей мягкости к этому человеку, или же к тому, кто просит, он может ответить. Он может ответить. И Ибн Раджаб, также подтверждая эти слова, говорит, что когда посланник Аллаха сказал, как ему будет отвечено, это, говорит, вопрос, который посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, задал, выражая этим самым удивление и то, что, скорее всего, этому человеку не будет отвечено. Но при этом посланник Аллаха не сказал 100% то, что ему ничего не будет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это не запретил и не сказал то, что как только в тебя попадет грамм чего-либо запретного, это все. Это как бы получается, твои двери закрыты. Нет. И поистине Аллах Субханаху Тааля этим самым словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит, предостерегает и наказывает тех, которые в харам попали, и они там и плавают. А он как бы зашел туда и полностью погрузился в этот харам. Да, и не избавляется, ничего, да, вот он будет из тех, кому было запрещено, кто был лишен дуа. И поэтому итог какой? Если вдруг ранее, по незнанию, по невежеству, да, или же в тот период, когда он был, как сказать, вообще далек от религии, если он совершал что-либо запретное, либо он всю свою семью содержал подобным образом, кормя их докторской колбасой, например, да, которая не является халяль, то в этом случае, да, каясь, сделав тауба и придя ко Всевышнему Аллаху, иншаллах, Аллах Субханаху Тааля примет его дуа. Аллах Субханаху Тааля, иншаллах, дарует ему баракат. Но при условии, что он будет правдив и искренен в своей мольбе. Если же он, как сказать, не задумывается, не парится, харам, халяль, сомнительное, несомнительное, айда вперед, да, то в этом случае, конечно же, этот человек более достоин оказаться в положении того человека, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как ему будет отвечено. Поэтому, уважаемые братья, призываю самого себя, а затем и всех вас, чтобы мы отдалялись от всего сомнительного. Потому что копейка, которая была получена дозволенным способом, в ней баракат, который, иншаллах, дарует вам радость и в этой жизни, и в последующей. Но рубль или даже 1000 рублей, которые были получены недозволенным способом, харамным, запретным способом, они, во-первых, будут лишены бараката, как зашли, так и вышли. И, во-вторых, последствия этих самых денег, этого самого заработка, этого самой прибыли, они будут еще долгими и останутся еще и на ахират. Пусть Аллах Субханаху Тааля защитит нас от подобных соблазнов, пусть Аллах Субханаху Тааля защитит нас от сомнительного, и пусть Аллах Субханаху Тааля дарует нам знания, чтобы мы избегали того, что Аллах
запретил нам. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.